Она яркая, обаятельная и жизнерадостная. Он строгий, упрямый, суровый мужчина. Речь идет о театральной супружеской паре. После женитьбы у них часто возникают ссоры и недопонимания. Молодые люди приписывают это к несхожести характеров. Однако единственная ли это причина? Актеры отрабатывают до точности каждое действие, чтобы слиться со своими персонажами воедино. Через некоторое время на сцене разворачивается настоящая мистика. Таким образом, автор покажет зрителю, что причиной разрушения семьи является нечто потустороннее, а именно джинны, которые и пытаются разрушить семью при помощи колдовства. Раскрывай. Уже ведем из стороны в сторону, девочки. Здесь было... Главную роль исполняет Мадина Костоева. По словам актрисы, за свою профессиональную деятельность она примерила на себе самые разные роли. Но эта постановка что-то новое. Ну, моей героине 27-26 вот, возраст. Она по характеру очень легкая, девушка современного общества, которая выросла на гаджетах, на турецких сериалах и которая романтизирует брак, то есть у нее все это в таких розовых тонах. Мне, честно, как актрисе немного страшно. Мне страшно то, как воспримет зритель этот спектакль, вот, потому что мы такое играем в первый раз. В спектакле полно музыкальных и танцевальных номеров. Отрабатывать их до точности помогает актерам профессиональный хореограф Антон Николаев. Каждое движение должно быть отточено до совершенства, поскольку именно танец способен более ярко передать образ персонажа, делится хореограф. Я не в первый раз ставлю спектакли не в своем городе, и с очень разными труппами мне приходилось работать. И вот труппа, которая здесь есть, мне очень нравится, потому что актеры очень податливые, они не сопротивляются, они принимают любые идеи, и не только принимают, но и их развивают внутри себя, то есть пытаются это переложить в свое тело, не стесняются что-то предложить или даже, допустим, какие-то эпизоды адаптировать, так, чтобы это было интереснее, чтобы пластически им было легче и чтобы они чувствовали себя внутренне более свободными. То есть мы работаем над этим. В спектакле более 10 персонажей. Немаловажную роль играют и второстепенные. Именно они показывают зрителю душевное состояние главных героев, все их переживания. Мы будем показывать именно его внутреннее состояние в различных проявлениях и в различных настроениях. Это очень, мне кажется, для нашей публики будет интересная работа, потому что тут будет несколько планов, то есть это будет сон, реальность, фантазия, воображение одновременно показано. И я думаю, что взрослый зритель, то есть это, естественно, не для детей, показ, это будет интересно. Спектакль поставлен по пьесе Михаила Базоркина «Сон или картина в цветах». По словам режиссера, основная идея – показать актуальные проблемы в ингушских семьях, чтобы зритель осознал, насколько важно соблюдать религию и адаты для сохранения семейной гармонии. То есть у меня по пьесе, да, там две семьи, семья демонов и семья людей, они живут вместе, как бы в одной квартире, только демонов не видно, а демоны видят людей. И вот то, как они влияют, как они потихонечку разлагают семью. Ну и, на мой взгляд, не меньшей степени актуально сегодня отмирание нашего адата. То есть то, как мы начинаем все более и более формально относиться к адату, уже забывая о его первопричине. Поэтому вот теми приемами, которыми я владею, мы пытаемся вступить в диалог со зрителями, рассказать им об этой проблеме, которая нас волнует. Получится ли у семейной пары справиться с трудностями? Понесет ли колдун наказание? Это и не только зрители смогут узнать на премьере. Показ первой части состоится 20 декабря, а вторая будет представлена уже в новом году. Малика Измайлова, Али Зязиков, Новости 24.